Подходим, как мы все тут смогли сместиться. Пожалуйста, давайте станем полукругом. Ну, представьте, что вот эта сцена, и станем полукругом. Мы далее продолжим свое движение. Это не конец маршрута, поэтому сейчас небольшое выступление, и дальше мы идем по маршруту. Дорогие собры, наши предки, белорусы, как и наши соседи, переживали эпоху коммунизма. Хтось зробив помилки і перемог в этой коммунизме. Есть народы, які гэта змогли зробити, каб потім не допустить ніколи у своей истории диктатуру. Одночі тут сын польского народа Ян Павел II пришел и выступил перед своим народом. Не бойся. Я хочу сказать всем, так само вам, что вы змагались, и наши предки змагались. И год 2020 был прикладом того, что мы перестояли бояться. И я впевнений, як и ранее, за 7 год тут перед круглым столом Беларусь, поляки подняли руки и не опускали их. Так и мы, белорусы, не опустим гэтые свои руки и будем так само змагаться до перемоги. Живи Беларусь! Живи Беларусь! Живи Беларусь! Очень правильно сказал Дмитрий Куделевич про то, что, к сожалению, деды у нас молодеют. И мы вспоминаем в этом году в первую очередь тех, кто погиб за нашу с вами свободу сейчас. Не надо забывать также о тех, кто погиб не только в прошлом году, но и, в принципе, за всю историю правления Лукашенко. Я думаю, всем известно, что Лукашенко стал убийцей еще с того момента, как только зашел на свой трон. Мы молоды, и знаете, это наше самое большое преимущество перед этой властью. Мы молоды, мы можем ошибаться. У нас есть время, у нас есть сила, и у нас есть все для того, чтобы победить. Страха нет. Страха нет уже давно, потому что они не боялись. Мы сегодня вспоминаем тех, кто не боялся. Если они не боялись, я никогда не буду бояться. Я всегда буду здесь, и я буду вместе с вами. И я надеюсь, что каждый из вас скажет это себе. И каждый белорус во всем мире будет говорить: мы здесь до конца и на один день дольше. Живи Беларусь! Дякую, Анастасія. Так само я бы хотел знать увагу. За нашей спиной есть капличка, где похованы символично наши продки. Те, кто у 39-м году еще сустракал со зброей в руках нацистов, а не подписывал домовы, как поделить Европу. Это те люди, которые еще в 20-м году разом с поляками спынили большевиков под Варшавой. Мы были завжди моцные, мужные, и мы маем право быть такими зараз. Живи Беларусь! Добрый день. Сегодня отбывается шествие, присвяченное Дню памяти предков дзяды. Першее, напевно, такое великое шествие отбылось в Беларуси в 1988 году, когда тысячи белорусов в Менску вышли маршем на Куропаты. И сегодня мы тут идем по центру Варшавы. У нас разные погляды, політичні, різні лідери. Але хотілося, щоб День пам'яті предків нас їх об'єднував, щоб ми перестали сваритися, бо коли ми будемо сваритися, цей режим буде
до дня смерти одного вусатого человека. И только коли мы будем разом, коли у нас будут одни каштовности, это незалежность Беларуси, національна ідея, мова, історія, культура, тоді ми переможемо. Поки цього, на жаль, нема. І я хотів, як ми сьогодні згадали всіх тих людей, які попередні десятигоддя, стагоддя, тисячогоддя наші предки змагали за незалежність Білорусі. Як ми тут, в Варшаві, йдемо на Полонські могилки, йдемо на православні могилки, на інші могилки в інших країнах світу, де ушановуємо пам'ять білоруських діячів, які волею льосом опинулись на чужині і тут померли. І вони померли тут, бо ми фактично можемо повторити їх льос, що вони були вимушені утікати з Білорусі, бо їх там знищали, як і ми тут знаходимося, бо не можемо протистояти тому режиму, який забиває просто людей. Тому я хотів би, як сьогодні ми подумали про те, що було раніше, пам'ятали про тих героїв, які змагались, проаналізували і не повторали помилок, бо це може бути безконцем. І ось я Євгену згадав про каплицю, це докладніше про були подмурки частка палаца. Там, де вибиті дати перемоги, бойов, якою вело, поляки зрозуміло, пишуть дати, що це польська історія, але там битва під Оршею, битва під Грюнвальдом, битва під Кирхольмом. Ті битви, де наші білоруські вояри так само змагались за незалежність Білорусі. І коли кажуть, що Білорусь – це морковний народ, на мой погляд, це не так. Самая головная проблема, что у нас была знищена национальная элита и была перервана переемность поміж поколениями. А что такое народ, нация? Это супольных, живых, ненародженных и померлых. И когда у нас это обновится, когда мы будем памятать свою историю, памятать культуру, мову, тогда и перемога наступит хутко. И тому закликаю всех про это памятать. Самое простое, что мы можем сделать, это размовлять по-белорусски, ведать свою историю, і казати це всім іншим білорусам. Бо сьогодні, напевно, перший раз в історії нашого народу, коли більшість білоруського народу прочнулась. Бо раніше, на жаль, народ спав. Тому раз ми вже прочнулись, давайте не будемо губляти час, а будемо йти наперед. Живе Білорусь! Дорогие сябры, у нас вельми багатая гісторыя. І нам ёсць чым ганарыцца. Наш музычны рух са спевам гімнаў і заспяваем яго таксама разам. Наш гімн Максима Богдановича «Погоня». Тривожним почую за країну родимую жах. Вспомню острую браму святую и моряков на грозных конях. В белой пене проносятся кони, грудь замкнутся и тяжко хрипят. Стародавней литовской погони не разбить, не спынить, не скрымать. Стародавней литовской погони не разбить, не спынить, не скрымать. Пуля снежную даль вы за Киеву погоню спешите, где шляхи ваши руки куды, вы, Беларусь, понеслись за твоими детьми на вздоход, что забыть.
ночами. Не давайте чужинцам и вы, хай почують, як серцем ночами, а родимой сторонцы бои. Белой пене проносятся кони, рвутся, бьются и тяжко хрипят стародавней литовской погони. Не разбить, не спылить, не стремать стародавней литовской погони. Не разбить, не спылить, не стремать. Природная мать Украина, пишется в этот герой. Ты, табачник, прими своего сына, за тебе я умерти дозволь. Все я тут и Привітання блогерам. Привітання. Як тобі тут подобається? Не знаю, як вам відказати, але ж, на жаль, саме ліпше це в нашій країні. Так, я еду. А что вы думаете, что тут агентура, этот самый Латушка и Римашевский, старый агент, приехали, и все ходят с ними, витаются за ручку. Як это зрозуміти? Я не знаю, я не веду, я их за руку не злапав, О, а ну коли и злапаю, так тоді буду говорити. Але зараз я не А можу. что другие лапают за руку? А что другие за руку их лапают? Ну, Ну, а хто такі? ну, они стоять,